Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет, что в жизни вашей будет, чем удивит, чем порадует будущая неделя, будущие 7 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, неделя начинается со встречи с козлом. Козел, да, на вас смотрит. Рога. Рога, кстати, небольшие. Я так понимаю, что все-таки речь идет о упрямом человеке. Столкновение с упрямцем, с упрямицей. И вам понадобятся все ваши силы, все ваши нервные клеточки, умение владеть собой, держаться с последних сил, да, чтобы не сорваться. Человек, которого нужно будет очень грамотно, не знаю, переубедить, убедить. Человек, который будет всячески сопротивляться, гнуть свою линию. Но вижу, что все-таки ломаными путями вы своего от этого человека добьетесь. То есть, если нужно убедить, то убедите. Если нужно перетащить на свою сторону, перетащите. Если нужно что-то добиться от этого человека, то у вас точно получится. Здесь такой витиеватый, сложный зигзаг, но тем не менее. Другого пути нет. Может быть, это человек какой-то госслужащий, может быть, представитель какой-то организации, может быть, это ваш супруг, может быть, это начальник на работе. Ну вот прям да, потребуются все силы, вся выдержка. Но тем не менее, своего вы точно добьетесь. Дальше много новостей будет у вас на будущей неделе. Новости разносторонние, разноплановые. Здесь новости, которые и удивляют, и радуют, и даже пугают. Прям много со всех сторон летят. Новостная повестка, она прям у вас, на втором месте, грубо говоря, идет, да, много новостей. Дальше. Человек, который к вам потянет руки. То есть я так понимаю, что этот человек будет в вас нуждаться, именно в вас. В вашем, например, профессионализме, либо в ваших знаниях, ваших умениях. Либо, в принципе, да, нуждается в вас, как в человеке, да, в родной душе. Прям потянет к вам руки. Это будет для вас немножко неожиданно, потому что с левой стороны, может быть, вы давно ничего не слышали об этом человеке, либо человек давно не появлялся в вашей жизни, да, не выходил на связь. И тут на тебе, да, потянет руки, откуда-то издалека потянет. А вот здесь показано, что вы за кого-то более слабого вступитесь, заступитесь, скорее всего. Не сможете пройти мимо. Тот, за кого вы заступаетесь, вам будет очень благодарен. Человек прям вот готов вас, не знаю, на руках носить, боготворить вас готов. То есть вы такой реакции не ждете. И, кстати, эта реакция немножко будет для вас напряжной. Вы не привыкли, чтобы вас благодарили, вы не ищете благодарности, вы делаете так, как вам подсказывает сердце. Вот себе наживете благодарного человека рядом. Прям за вами будет ходить, каждый раз вас будет благодарить. А может быть, вам что-то еще и принесет, да, какие-то подарки вам сделает. Либо будет предлагать себя в качестве, я хочу тебя отблагодарить, да, скажи, что тебе нужно, я все сделаю. Такой немножко приставучий окажется персонаж. Дальше какой-то камень будете пилить камень, решать какую-то проблему с левой стороны. Дачи не одного дня, может быть, несколько дней потратите, либо там несколько часов подряд потратите. Но у вас получится, вы этот камень распилите, проблема будет решена, либо от проблемы вы точно избавитесь. Так, какой-то звоночек вам будет, звоночек, который
То ли встречу вам предлагает, то ли вам куда-то ехать нужно будет. Но звонок сам по себе очень такой, вполне себе приличный. Ну, допустим, если вы искали работу, то вас, скорее всего, на собеседование позовут. Если вы хотели с кем-то встретиться, либо куда-то сходить на консультацию, скорее всего, вам будут предлагать там время, да, что вот такой-то день есть время, приходите. Вот. После звонка у вас сразу и дорога практически, ну, буквально там в те же сутки, можно так сказать. Так, еще показано, что на будущей неделе у кого-то будет очень много работы. Кто работает, то работа. Кто, например, там домохозяйка, либо на пенсии, то домашняя работа. Прям очень ее много. И вы понимаете, что уже все задолбало, надоело, но все равно работу свою делаете. Скрипя сердцем, да. Ну, а если вы на кого-то работаете, то прям можете почувствовать, что вы устаете. Даже если это ваш бизнес, да, все равно почувствуете, что вы уже немножечко устали, да, слишком много всего. Хочется отдохнуть, хочется хоть немножечко развлечься, отвлечься, да, и не заниматься этой рутиной ежедневно, постоянно. Так, с каким-то человеком вы смеетесь, много смеха. То ли вас смешить будут, то ли вы вместе, например, какой-то фильм смешной посмотрите, либо, может, стендап посмотрите, может быть, будете о чем-то смешном разговаривать. Здесь у вас прям животы будут болеть, потому что очень много будете смеяться. Классно проведете время, тьфу-тьфу-тьфу, да, прям вам во благо пойдет. Дальше. Здесь какие-то медикаменты у меня кто-то будет принимать, ну, какая-то необходимость, да, может быть, почувствуете, что приболели, может быть, голова разболится, там, мигрень, может, живот, да, вот какие-то медикаменты будете принимать. Медикаменты. Кстати, так интересно показано, что у вас вот буквально, да, вы там таблеточку выпили и в очень короткий срок прям чувствуете, что полегчало. То ли таблетки очень хорошие, такие прям действующие. Ну, то ли, может, у вас такое состояние, да, вот хочется поскорее от боли избавиться, либо от неприятных ощущений. Кстати, возможно, кому-то будете тоже давать таблеточки, и человек очень быстро пойдет на поправку. Но это вам, кстати, верный знак того, что у вас энергетика способна лечить, да, вы можете лечить людей. Как там, достаточно одной таблетки, да, и все сразу же поменяется. Дальше. В кого-то вы будете целиться. Знаете, как будто бы через рогатку целитесь. Либо держите человека под прицелом. Но конфликта не будет. Нет, не будет конфликта. Тут человек, то ли у него чувство самосохранения сработает, то ли, может быть, человек прям почувствует, да, что лучше с вами не связываться. Не будет провоцировать на конфликт, либо не будет маячить перед глазами. Да, вот как-то так показали. Дальше. Какие-то покупки идут. Покупки, причем, ну, так хорошо закупитесь. Домой можете покупать, там, может, впрок будете покупать, может быть, не только себе, но еще кому-то будете покупать. Прям так и вижу вас с сумками, с тяжелыми. Но вы довольны, потому что, может, довольны, что скупились, довольны, что там несколько дней не нужно будет об этом думать, либо что-то хорошее купили и по этому поводу довольны. То есть сумки вроде тяжелые, да, тяжело, но вы довольны. Так, между мужем и женой доверительный разговор. Прям долго будете говорить, но прям на чистоту поговорите. То ли время вам пришло поговорить, то ли, ну, есть такая тема, да, которую нужно обсудить. Но здесь вы прям поговорите обо всем на свете. После этого разговора вы гораздо лучше будете друг друга понимать. И вижу, что между вами после этого разговора какая-то вот прям, даже не между вами, а над вами, да, какая-то аура. Аура доброты, принятия, взаимопонимания, прям тьфу-тьфу. Друг друга вы точно поймете, и то, что между вами сформируется, оно вам обоим на благо пойдет. Так, а вот здесь мне показывают женщину в шоке. Женщина в шоке от действий мужчины. Мужчина, ну, либо лишнее себе позволяет, либо он ее шокирует какими-то своими высказываниями, ну, то ли приставать будет. Но мужчина знакомый, вы его знаете.
Шок, скорее всего, потому что не ждете, как неожиданно это все произойдет. С левой стороны вышло. Дальше. Куда-то вам придется далеко ехать по важному делу. Далекая поездка. Смотрите, в этой далекой поездке вы и дело делаете, и плюс дополнительно что-то еще. То, на что не рассчитывали, либо то, что не предполагалось. Рано уедете, поздно вернетесь. Тот же день, либо, может, даже на следующий день. Но, тем не менее, опять же, вижу, что вы довольны. А еще вижу, что вы какие-то деньги сможете сэкономить. То есть еще радость по поводу того, что у меня остались деньги, либо я смогла сэкономить деньги. Так, здесь вам какие-то бумаги заполнять, писать. Может быть, какое-то прошение будете писать, либо какое-то заявление. Может быть, какую-то анкету будете заполнять. Будьте внимательны, не допускайте ни технических, ни грамматических ошибок. И лучше проверить несколько раз, либо кого-то попросить, чтобы для вас проверили. То есть как нет права на ошибку, либо ошибиться вам нельзя. Дальше показано, что вам кто-то будет о чем-то рассказывать, как будто бы о чем-то личном, либо делиться своими какими-то тайнами. Момент, которого вам захочется избежать. То есть вы не хотите знать чужих тайн, вы не хотите знать про чужую жизнь. Но человеку нужно, получается, выговориться. Да, вроде как и отказать не можете, с другой стороны, это бремя, да, знать чужую тайну. Но опять же, какие-то вещи будут сказаны, которые, например, для вас неприемлемы. Да, может быть, замужняя подружка скажет, что влюбилась там в какого-то мужчину, вы такая, что говорить? Я вообще против этого, да? Что я ей буду говорить? Зачем мне вообще это все? Так, какой-то приятный вечер тут показан. Приятный вечер, приятная атмосфера. Как, знаете, идеальный вечер у кого-то идет. То ли в кругу семьи, то ли в кругу друзей. Такой прям приятный, как бальзам на сердце идет этот вечер. Дальше показаны ваши приготовления, как к чему-то готовитесь. То ли к вам гости придут, то ли вы будете готовить, там, может быть, на несколько дней еду. Что-то новое будете пробовать, как будто бы новый рецепт. Либо как-то по-новому что-то будете готовить. Знаете, у вас такие мысли, что не получится, так не получится. А на самом деле очень хорошо получится, очень вкусно получится, либо очень быстро и вкусно получится. Прям на заметку себе возьмете. Захочется со всеми поделиться, да, таким именно рецептом. Хороший момент. Дальше кто-то в ракушку заберется, закроется, получается, человек, как в ракушке сидит. Не пытайтесь разговорить этого человека, не пытайтесь достучаться в эту ракушку. Человеку действительно нужно время побыть наедине, либо собраться с мыслями. Не дергайте этого человека, не дергайте и не обижайтесь на такое поведение. Человек придет в себя и обязательно вам все расскажет, да, о причинах, почему так поступил. Тут даже у кого-то отыграться, что человек может на несколько дней просто пропасть, в тишину уйти. Не переживайте, все хорошо. Человеку просто нужно время подумать, что-то решить. Дальше кто-то вам машет как флагом, либо тряпочкой, чем-то вам машут. Как привлекают ваше внимание, получается. Да? Тут не перемирие, а именно привлечь ваше внимание. Не поддавайтесь на провокацию. Если вы с этим человеком не общались и общаться не намерены, просто делайте вид, что не замечаете. Да, человеку нужно вас, либо хочется вас провоцировать, привлечь именно внимание. Тут и женщина может отыграться, и мужчина. Какое-то поведение такое, знаете, не совсем понятное, не совсем здоровое. Лучше, конечно, проигнорировать. Так, у кого-то еще где-то рядышком скандал случится. Скандал, я так понимаю, с каким-то разоблачением. То ли по соседству, то ли на работе. В общем, что-то будет. И тема интересная, тема занимательная. И там как будто бы с каждым днем все больше и больше подробностей обрастает, да, прирастают подробности. Прям будете следить за этой темой. Дальше показан ангел. Это ваш ангел. Ангел как будто бы тучи разводит.
Тучи, но это могут быть страхи, это могут быть неприятности, это могут быть разговоры даже о вас. Ваш ангел-хранитель эти тучи разводит, и вы прям это ощущаете. Может быть, вы попросите ангела, да, чтобы вмешался, и это все будет исполнено. Прям ощущение того, что на вас солнечный свет падает, а тучи расходятся. Еще вижу, что вы себя как-то более увереннее почувствуете, сильнее, увереннее. Хороший знак. Дальше. Летит звезда, и надо успеть загадать желание. Вы с каким-то чудом столкнетесь, либо с каким-то моментом, да, когда можно загадать желание. Продумайте свое желание правильно, чтобы оно касалось именно вас. Вот если загадаете чисто для себя, то оно 100% исполнится. Либо из правды какую-то звезду увидите, либо на каком-то ритуале побываете, поучаствуете. Да? Вот заранее нужно продумать правильно желание. Тогда оно точно исполнится. Окна, как будто бы в окно к вам кто-то заглядывать станет. Человек либо очень интересуется вашей жизнью, либо действительно за вами как будто бы следит. А вы, прям чувствуете, да, чувствуете, либо как затылком ощущаете, что за вами кто-то следит. Вам не будет казаться, так на самом деле происходит. У кого-то к вам сильнейший интерес и сильнейшее желание о вас как можно больше узнать. И вы прям это чувствуете. Может быть, что-то даже такое заметите, да, что человек с вас там глаз не сводит. Куда бы вы ни пошли, человек где-то вот, рядом, поблизости оказывается. Следит, этот человек за вами следит. Дальше показывают женщину, старше вас по возрасту. Женщина, которая всегда как будто бы недовольна. Вот у нее такой образ, да, вечно недовольная женщина. Женщина, которая руки тянет к вам, либо в вашу жизнь тянет руки. Возможно, поучать вас жизни будет, либо, возможно, захочет вмешаться в какие-то ваши жизненные процессы. Лучше не допускать. Не надо. Это ни к чему, иначе будет нервотрепка, иначе вы с ней поссоритесь. Дальше показывают мужчину. Мужчина при деньгах. У мужчины деньги в кармане лежат. Может быть, это муж, может, это парень, может быть, мужчина, который за вами ухаживает. Деньги. Мужчина то ли хвастаться этим будет, то ли он вам будет деньги предлагать. Берите, иначе он это все прогуляет, и толку никакого не будет. Он при деньгах. Дальше. Вам легче становится, потому что кто-то, два человека, вашу ношу между собой распределяют. То ли кто-то за вас что-то будет делать, либо кто-то, действительно, видя, что вам тяжело, какие-то обязанности, ответственности возьмет на себя. Как помощники получаются. Либо просто добрые люди, которые мимо пройти не могут. Приятный момент, очень неожиданный, очень приятный. Дальше какой-то спорт показывают. То ли вы спортом будете заниматься, то ли вы, может быть, спортивные какие-то состязания будете смотреть. Прям то ли вы болельщик, то ли вы сами спортом начнете заниматься. Очень много азарта у вас вижу. И еще здесь показывают человека, который пытается для вас что-то сделать, но делает это как-то неправильно. Неправильно, либо непонятно, либо неприятно. Вроде как благие намерения, но вы как не хотите это принимать. Не ругайтесь с этим человеком, постарайтесь объяснить. Человек хороший, к вам очень хорошо относится, но вот эти его попытки, либо ее попытки, они какие-то прям бестолковые, вот честно бестолковые. Не надо на этого человека обижаться, нужно вот поговорить, как есть сказать, что спасибо, но не надо, да, либо спасибо, но не таким образом. Здесь показано, что у человека чистые намерения, но у человека то ли обидчивый характер, то ли человек такой, знаете, вот может сильно обидеться. Вот как-то так идет. Да? Не стоит этого допускать. И опять же, и терпеть этого не стоит. Надо как-то вот серединкой на половинку договориться. Либо сфокусировать силы этого человека в чем-то другом. Да? Может, задание дать. Вот хочешь мне помочь, делай это. И тогда мне будет хорошо. А без спроса не лезь. Дальше. Парень,
крылья бабочки у него, молодой парень. То ли сын, то ли, ну, может быть, жених ваш, не знаю, парень. Мне идет молодой парень, крылья бабочки, легкомысленные поступки, легкомысленное поведение. Это может вас расстроить, либо даже в какой-то степени опечалить. Такое впечатление, что он не знает, что ему делать, либо как правильно. Тоже подскажите, да, не пройдите мимо, подскажите. Тогда этого не произойдет. Дальше показано, что вы какому-то человеку хвост оторвете, рыбий хвост. Да, возможно, человек попытается обмануть, либо там всех обманывает, а именно вы поймете, что это обман, раскусите обман, оторвете хвост. Человек будет очень вами недоволен, зато вы будете очень довольны собой. Ну да, потому что раскусили обман, ложь раскусили, не позволили ни себя, ни других обмануть. Прям себя очень ярко проявите. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.